Прывітанне, паважаныя слухачы, гледачы нашага стрыму, студыі Марыя Вайтовіч, і гэта вірусны эфект. Праграма, падчас якой мы пераасэнсоўваем усё тое, што змянілася ў нас падчас пандэміі каранавіруса і як працягвае мяняцца нашае жыццё. Дапамагаюць нам звычайныя беларусы, якія так ці інакш сутыкнуліся з гэтай праблемай. Мы ўжо размаўлялі пра адукацыю, мы размаўлялі пра турызм, пра то, як пандэмія паўплывала на вулічны тэатр. Сёння у нас у гасцях Ксенія Курусь. Прывітанне, Ксенія. Добрый день. Заснавальніца калівінгу, так, Да. правильно гэта зараз гучыць, калівінгу Трініці, а таксама заснавальніца фірмы Single Tours. Будзем сёння размаўляць пра тое, як змянілася жыццё Ксеніі, як паўплывала COVID-19 на яе бізнес. Адразу нагадаю, што наш стрым можна глядзець на нашым афіцыйным сайце euraradio.fm. Таксама сачыце за стрымам у нашых сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Кантакце, Аднакласніках. Калі ласка, пакідайце свае пытанні, мы ж пачнем. Ксенія, цябе ў Менску ведаюць як заснавальніцу ўвогуле хостэлаў шмат гадоў, так, хостел Трініці, які працуе ў Троіцкім прадмесці. Распавядзі, давай ад пачатку, як тваё жыццё было перад тым, як пачалася гэта ўся гісторыя з пандэміі? Чым ты займалася, як развіваўся твой бізнес? Спасибо за вопрос. Я и правда очень люблю хостелы и люблю их открывать. В этом году мы отпраздновали 8 лет. Это столько лет, сколько я нахожусь в индустрии гостиничного бизнеса. В 2019 году мы открыли хостел «Урбан» с командой. А на момент пандемии мы находились тоже с командой в городе Таллин, открывали хостел там. Но в какой-то момент стало понятно, что границы закрываются, туристы перестают путешествовать, город пустеет, да, и открывать хостел на 1200 квадратов, да, пока нет смысла. Поэтому мы немного остановились, и никогда не забуду, вот это было 15 марта, я понимаю, что нужно ехать домой, что туристы отменяют бронирование, группы возвращают предоплаты. И надо что-то думать, потому что бизнес, как раньше, да, а мы были в основном сакцентированы именно на въездном туризме, он не перестанет существовать, во всяком случае, на какое-то время. И вот мне пришла идея с калівінгом. Пра яе мы пагаворым трошкі пазней. Так, распавядзі, вось можаш узгадаць свае думкі, якія накрылі цябе па дарозе ў Мінск, так? Як ты адчувала, што будзе далей? Ці быў нейкі стрэс, ці быў нейкі дэпрэс пасля гэтага ўсяго, колькі часу спатрэбілася, каб прыдумаць новую ідэю, так, і зразумець, чым будзеш займацца? Так. Слушай, ну, конечно, стресс, депрессия, все это, что постоянно предпринимателя сопровождает, то есть ты либо думаешь, господи, как все хорошо выходит, то нет, я полное дерьмо, да, то есть вот постоянно что-то происходит, и в период, когда это еще и не только от тебя зависит, а еще какие-то внешние факторы, конечно, это была гамма чувств. Я была за рулем, ехала из Таллина в Минск, несколько раз возвращалась, думала, что же мне делать, там у меня были много разных идей. И, ну, я думаю, что это около суток меня так трясло, и потом я поняла, что нужно собраться, и, ну, как бы никто за меня эту ситуацию не решит, ну, понять, что же можно делать в текущей ситуации, да. И стало очевидно, что нужно просто пересмотреть стоимость за ночлег и пересмотреть то, как мы это вообще подаем. Мы как раз заканчивали ремонт в Тринити вместе с Антоном Шапо. Он интерьерный дизайнер, мой партнер в ряде проектов. Поняли, что надо все-таки делать не шестиместные номера, как раньше, а оборудовать номера двухспальными кроватями и издавать в долгосрок. То есть один номер у нас теперь стоит $250, и мы сдаем его на месяц. И в эту стоимость входит уборка, коммуналка, интернет и, безусловно, комьюнити, который у нас живет. Получилось сформировать арт-резиденцию. У нас живут ребята, дизайнеры, артисты, художники, музыканты, сценаристы, и они мутят какие-то совместные проекты, когда вместе живут. У нас каждый четверг бесплатные ужины для гостей, каждое воскресенье мы смотрим кино на проекторе, каждое утро у нас йога на Свислочи, если погода позволяет, да, и люди по-настоящему восхитительны, да, то есть даже ребята говорят, вот мы уже не живем в Тринити там по ряду причин, мы приходим подзарядиться этой энергией, пообщаться с людьми, и, ну, как бы, а когда ты там еще и живешь, вообще культово получается. Вяртаемся назад. Да. Увогуле, распавядзі людзям, якія не ведаюць, што такое калівінг, што гэта за ідэя і адкуль яна прыйшла да нас.
Конкретно я могла бы это сравнить с фильмом сериала «Друзья». Да? У ребят есть одна большая кухня-гостиная, и при этом у каждого есть своя комната. Они могут вместе время проводить, да, за какими-то там завтраками или просто там, да, и жить отдельно в своем номере. Конкретно идея коливинга мне пришла, когда я была в командировке в Дублине. Ежегодно я туда езжу на конференцию. Мы общались там за круглыми столами, вот такой же, как примерно здесь стол, там 5-7 участников индустрии, и моя коллега поделилась идеей коливинга, она хотела его открыть именно как коливинг, не как хостел. Потому что на сегодняшний день миллениалы, да, они не готовы инвестировать в покупку недвижимости, да, какой-то долгосрочно, потому что сегодня они живут в Берлине, завтра в Амстердаме, и покупать квартиру — это долго, сложно, непонятно зачем, когда ты постоянно можешь поменять место жительства. А коливинг — это очень просто, да, ты платишь какую-то фиксированную стоимость, тем самым покупаешь атмосферу, комьюнити, ребят вокруг, да, и ты всегда живешь в центре. Ты знаешь свой план на месяц, да, ты живешь месяц. И потом можешь без всяких проблем куда-то переехать. Я вот, например, когда в Таллине себе квартиру снимала, это очень проблемно. Ты должен подойти арендодателю, да, ты должен быть, например, ну, то есть, если у тебя есть кошка, ребенок, и ты не замужем или не в браке, то вряд ли тебе кто-то сдаст нормальную квартиру, да, то есть ты должен пройти какое-то интервью с владельцем квартиры. То в коливинге таких проблем нету. Есть какое-то первичное ощущение того, подходит человек нам или нет, ну, в наше общество, и заключаем договор, нет никаких предоплат, там, типа залог за квартиру или там за последний месяц аренды, да, то есть, ну, вот все максимально просто, быстро, прозрачно, в центре. И, ну, Троицкое предместье за $250 пожить в стройке, мне кажется, кайфово. Я памятаю, толькі вось не памятаю месяц. Гэта калі было? Март. Это было ў сакавіку. То бок вы вельмі бытка, Да. вы вельмі хутка так переарыентавалі свой бизнес. Ну, предприниматель, навык предпринимателя, он тебя постоянно толкает к быстрым, эффективным решениям. Я памятаю, што мяне ідэя вельмі так уразіла, калі я пабачыла яшчэ твой пост, што Да. вось можна так прыехаць, там все шмат хто была Да, такая реакция. 363 постов было. Про нас написали тогда Real-Buy, онлайнер, Тут-Buy, ну, то есть CityDog. Все как-то взяли. Кого-то я просила сделать репост, а кто-то просто сам из моего поста Фейсбука, в Фейсбуке одного сделал кучу репостов. Ну так, гэта было новае, сучаснае. І я памятаю сваю рэакцыю, таму што, ну, мне падалося гэта цікава. Мне вельмі падалося цікавым увогуле тое, што я бачыла, якая сітуацыя ўвогуле на рынке зараз, на туррынке. Я ведала, што шмат якія фірмы пачалі скарачаць людзей, турыстычныя, напрыклад, кампаніі, так, і мне было цікава, як усё ж такі турбізнес вырашыць гэтую праблему, сітуацыю, як і я глядзела, якія ідэі новыя з'яўляюцца, так. Нехта пачаў арыентавацца на нейкія там туры віртуальныя па Беларусі, там нехта яшчэ Онлайн. Так. Так не люблю эту онлайн-движуху. Ну, как может быть концерт онлайн или там посещение музея онлайн? Ну, это же какая-то сублимация. Ну, напэўна, я думаю, што калі людзі сядзяць сапраўды дома, было шмат людзей, якія засталіся дома вось усё, нікуды, толькі ў краму ў лепшым выпадку, а то і не ў краму, так, якія закрыліся так у сваіх кватэрах. Напэўна, гэта, ну, цікава, чаму б не, калі ты сядзіш толькі дома, то бок тады так, але просто вось так закрыцца, я не ведаю, мне здаецца, што гэта цяжка, тым больш у сучасным свеце, ўсё ж такі там праца, і у нас не самая лепшая эканамічная ситуация. Вот, да. Мои коллеги в Берлине, они шикарно переживают коронавирус. Я бы тоже так хотела. У них, значит, зарплату их сотрудникам 51% платит государство, им поставили на паузу аренду, налоги, лизинговые платежи. Блин, класс, я бы тоже хотела взять себе такой отпуск. Ну, у меня просто нет такой возможности. Более того, в период пандемии мы открыли компанию Single Tour с партнерами. Мы про яе паразмаўляем пасля. Okay. Давай яшчэ пра калівінг. Так, што я хацела сказаць. Якая была рэакцыя ўсё ж такі ў беларусаў? Таму што ведаю, што рэакцыя можа быць на такія эксперыменты розныя. Мне падалося цікавым тое, што вось калі б мы так захацелі, напрыклад, усёй рэдакцыі, так, пераехаць, жыць у вас, так, працаваць там адзін з адным, больш там рабіць, так, не сапсаваць нейкія праекты, ну, клёвая ж ідэя, так, творчыя нейкія майстэрні, там, якія не могуць там людзі, ну, ты яшчэ распавядзеш, я думаю, так.
Але ўсё ж такі я ведаю, што былі рэакцыі, напрыклад, на тое, што не зачыняюцца нейкія кавярні, там рэстаўрацыі, людзі ў каментарах пісалі, што вось вы правакуеце людзей, каб яны там камунікавалі, прыходзілі. Што пісалі вам і як адрэагавалі, якія былі і добрыя, і не вельмі такія каментары? Слушай, я всегда к этому отношусь максимально лайтово. Я всегда это обсуждаю с отцом, и он мне говорит: Ксения, на все воля Аллаха, иншалла, это первое, что он говорит. А второе, он говорит: собака лает, караван идет. Я всегда вспоминаю эти две фразы в разные периоды каких-то времени. Безусловно, хейтеры, диванные эксперты, их много, их больше, чем таких, как я. Нам прилетало что-то типа: вы собираете людей в одном месте, да, и это плохо. Мы переформатировали бизнес, и это правда. У нас теперь нету двухъярусных кроватей, то есть от хостела мы немножечко ушли. То есть у нас теперь в основном одноместные номера, это раз. Если туристы там с масками, видно, что они из Китая, и там что-то не кашляют, мы типа держим дистанцию и бережем комьюнити внутри каливинга. Но при этом я понимаю, что человек должен быть ответственен в первую очередь за себя сам. То есть здоровое питание, спорт, ЗОЖ — это то, как каждый из нас может о себе позаботиться. Трактор, хоккей. Да, трактор, хоккей, да. И в конце концов, вируса же не видно, да, значит, его нету. Помимо всего прочего, я считаю, что... О, господи, какая-то мысль гениальная у меня улетела. Трактор, хоккей, тра-та-та-та-та. Периодически захожу на сайт ВОЗа, да, так вот за 2020 год от свиного гриппа умерло 156 тысяч человек, от коронавируса 88, да, от автомобильных катастроф ежегодно умирает больше людей, чем от вирусов. Так давайте перестанем водить машины. Я за какой-то здоровый подход к ситуации. Да, опасно, да, там нужно следить за собой, мыть руки, не трогать лицо, но это было всегда, да. Поэтому я думаю, что здесь больше истерии и больше каких-то, больших игр, про цель которых мы, наверное, и не узнаем. Распавядзі, калі ласка, яшчэ, хто быў першымі госцямі вашымі менавіта падчас каливингу? Это были белорусы, которые пары или сингл, да, ребята, которые жили на съемных квартирах, и кому-то не нравились условия, кто-то продавал квартиру, кто-то съезжал, кто-то захотел, наоборот, пожить в центре. Очень много моих ребят из моих подписчиков пришли, да, то есть я не могу назвать себя блогером, но, в принципе, какой-то инфлюенсер, да, ребят, у нас у всех есть ребята, которые периодически ищут съемное жилье. Люди разных профессий, да, то есть стоматологи, музыканты, барабанщики, то есть куча разного народа отовсюду. Было такое, што вас рэпетавалі, напрыклад, там, да, нейкі канцэрт. Вось распавядзі пра жыццё ў каливингу. Например, в Каливинге живет Александр Ковалев, он мой партнер в компании Single Tours и по совместительству барабанщик в группе РСП. Моя любимая группа белорусская, одна из любимых. Привет, Аня, ребята. Да, привет. И они у нас как-то сделали онлайн-концерт в поддержку медикам из ковида. Онлайнер стримил их, и они сделали прям онлайн-концерт прямо в гостиной Тринити, да. Играли песни. Это был онлайн-концерт, мне посчастливилось на нем офлайн. Танцевать, правда, было нельзя, потому что, все-таки это был не настоящий концерт. И это было клево, что как-то мы двигаемся в этом направлении. Там живет дизайнер, который ранее трудился в студии Лебедева. То есть и он нам для компании Single Tours разработал фирменный стиль. То есть это клево. Живет моя знакомая стоматолог. Тоже она жила в квартире и потом переехала жить сюда. Живут какие-то ребята, которые занимаются там разными бизнесами в бьюти-индустрии. Куча. А засяліліся нейкія каманды менавіта, так? Вось, напрыклад, каб жыць і працаваць разам. Команды нет. Но я заметила, что очень много синергии появляется в проекте. Например, у нас живет музыкант, да, и он с девушкой-фотографом, и она же оператор, замутили на день рождения хостела видосик, подарили нам очень классный видеоматериал про жизнь в хостеле, могу его потом скинуть, показать. И потом они начали делать какие-то совместные движухи, да, то есть он пишет музыку, она снимает, и у них какие-то там чуть ли не продакшн родился.
Ну, напэўна, так цікава пажыць у цэнтры Менску. Да. Так, у прыгожым месцы Да. і яшчэ Заниматься такой йогой по кампаніі. утрам. Ага, вось распавядзі, дарэчы, чым вы займаецеся, акрамя таго, што там людзі просто жывуць? Ну, мы стараемся моделировать, ну, вот минимум 3 события в неделю. Самое основное и главное — это четверговые ужины. Мы, как хостел, моделируем, покупаем продукты. Ужин у нас вегетарианский. Вместе готовим, потом вместе держимся за руки и молимся, да? Типа там благодарим за то, что мы живы, мы Спачатку дружим. антисептиком? Да, конечно, да. Антисептик у нас есть везде. Значит, потом вместе едим. Каждый четверг до ужина у нас йога. 1,5 часа практики в красивом месте на ковриках у Свислочи. Также у нас йога каждое утро в 10 утра, если нет дождя. Это классно и здорово. Я лично сама очень люблю йогу. И мне кажется, это вот как один из способов, да, такой очень опосредованный, но борьбы с пандемией. Ты работаешь со своим телом, да, и делаешь его более пластичным. Вот. Ну и каждое воскресенье мы смотрим, у нас есть проектор, и в гостиной Тринити мы смотрим фильмы, выбираем фильмы разные. Иногда это фильмы режиссеров, которые у нас живут. И это круто. Например, вот недавно мы смотрели фильм Максима Шведа, отличное, сильное кино. И, ну, как бы, ну, безусловно, каждые выходные, суббота, воскресенье мы ездим, зачастую это уже аудитория из Каливинга, в разные интересные туры по Беларуси. Вот так и, собственно, и родилась эта компания Single Tours. І так мы падышлі так, да тэмы менавіта Single Tours. Што гэта, чаму ўвогуле Single Tours? Сингл гэта як песня, так? Да, Ну. да. В учредительном составе компании Single Tours у нас 2 музыканта. Это Александр Ковалев, РСП Бенд, и Виталий Артист без билета. И, да. И, ну, как бы ребята занимаются сингл, альбом, да, все такое. Ну и плюс мы заметили, что к нам в туры ездят миновито сингл ребята, да, то есть не те, которые в парах, да, Я пераб'ю. Да. Настасья Долюшка пишет: «Привет от РСП». Привет, РСП, Настя. Да, вот, здорово. Спасибо, что смотришь. Так вот, и мы заметили, что even when you are single, you could be a whole album. То есть даже когда ты одинок, это не значит, что ты пуст внутри, да? Внутри тебя целый альбом. И когда ты один, это не значит, что ты должен искать вторую половинку, да? Ты уже цельный. И вот в этом смысл этих туров. И лично для меня рождение компании Single Tours в том, что, ну, я, безусловно, чувствовала очень высокую тревогу, да, там я в 4 утра просыпалась и не знала, что делать, пойдет, не пойдет Каливинг, как вообще теперь платить аренду, как платить зарплаты, как дальше строить бизнес. Тревога была, ну, очень высокая. И когда ты куда-то едешь, да, еще выехать никуда нельзя. Раньше я там могла поехать куда-то в Исландию или куда-нибудь там, в Португалию, как-то, ну, поменять картинку, то сейчас ты этого и сделать не можешь. Ну так, COVID-19, Да. он як бы закрыў нас у межах сваёй краіны, Да. але і даў паглядзець адзін на аднаго. Да, именно. Он дал нам возможность посмотреть Белорусеньку. Да? Я раньше никогда не была в Могилёве, я не была на болотах Ельни, я не была в зоне отчуждения. А теперь я там была несколько раз и узнаю каждый раз это место с новой стороны. И Мяне ад пачатку вельмі ўразіла тое, што я думала, ну, таксама быў дэпрэс нейкі там у сакавіку яшчэ там на пачатку красавіка. І калі стала цёпла, мяне ўразіла тое, што амаль уся моя стужка пачала абнаўляцца менавіта прыродай Беларусі. да, Вау, у нас такія азёры, вау, у нас Вау. такія, так, і цікава, шмат здымку, і шмат людзей вось пачалі. Я ведала, што гэта да гэтага прыйдуць, што ўнутраны наш турызм, ён будзе, ну, гэта як... ну, а что еще делать? Да. Что еще Это так очевидно, это лежит на поверхности. Ну, да. ну. Только И- мы пошли чуть дальше и начали разбавлять это какими-то мастер-классами по, например, актерскому мастерству, или по сыроварению, или по лепке из глины, или по гончарному мастерству. Ну, то есть добавляли туда какие-то мастер-классы по терапии, там, сказкотерапия, да. Распавядзі падрабязней увогуле пра нейкія вось туры, якія вы ездзіце, зноў жа, калі гэта ўсё пачалося. Почалось это вот, когда я приехала в марте, да, там заехал Ковалев в Каливинг, и как-то он говорит: слушай, а поехали типа на дачу, ну там у него есть дача недалеко от Минска, ну как бы старый деревенский дом, и мы что, туда поехали, сидим, едим семечки на лавочке, так хорошо стало от этого, ну то есть вот эта тревога гаснет, и в следующий раз мы съездили с друзьями и начали делать вот так туры. На сегодняшний день у нас там мы возим туры по 20, по 40 человек, и у нас есть 4 основных дестинации, которые мы все очень любим, которые, на наш взгляд, являются самыми культовыми. Первое — это Ельня.
болото Ельни, это дей-тур, ближайший 29 августа, и там у нас мы ходим по экотропе, делаем инсталляцию «Мишки на поляне». У Это нас... як? О, это целое... Ну, я не буду спойлерить, это реально клево. Мы сами придумали, там целая история. Мы купаемся в лесных болотистых озерах без дна. Уявляю, которые- мішки на поляні. Один мішка, наприклад, Богдан Коровець. Да, кстати, он тоже с нами ездил, да. Ну, я бачила так само, ну. Інший мішка — гэта Нам це- Віталій артист. Да. И мы все, ну, в общем, я потом, может быть, надо смотреть, это надо не объяснить. Вот. Потом, кроме Ельни, ну, по Ельни у нас есть еще местный проводник. То есть мы идем в болото, вглубь, смотрим на какашки волка, лося. Навошта вы глядзіце на какашки? Они просто лежат там. Ну, там, и нам проводник говорит: слушайте, вот он там, типа, вчера тут волк ходил. Ты такой думаешь, боже, ну Ну, реально. гэта такая экскурсія. Мы едзем глядзець на какашки ваўка. Ну, в том числе, да. Залазим на дерево, купаемся в озерах, смотрим на чаек. Ну, там природа, реально марсианские пейзажи, ну, не дать не взять. Реально, ну, даже в какой-то момент ты думаешь, господи, это Исландия или что? Ну, так круто. Потом второй тур, тоже, который я очень люблю, это зона отчуждения. Слухай, а што адчуваеш, калі вось наконт Ельні? Калі ты ўсё жыццё праездзіла па... Ну, за мяжой была, так? Што адчуваеш, калі вось стаіш такая адна на балоце, людзі на балоце? Што адчуваеш, якія адчуванні, што гэта вось тваё... Якая энергетыка там? Очень сильная. Я бы назвала это место силы. Ну, потому что ты там заглядываешь внутрь себя, да, ты какие-то себе вопросы можешь задать. Ну, ты, во-первых, я первый раз, когда там была, не до конца поверила, что это реально в Беларуси. Ну, то есть там невероятно круто. Пахнет багульником, да. Вокруг тебя никого нет. То есть, ну, там не супер популярное место, куда мы ходим. Там есть экотропа, да, а есть именно тропа, в которую мы называем её into the wild, да, то есть в диких условиях ты туда идешь. Размаўляйце з мясцовымі, якія ёсць там экалагічныя, можа, нейкія праблемы, што Да. чапляецца на вока, напрыклад, калі прыязджаеш, ну, што трэба там яшчэ дарабіць, можа? Ну, там доробить вообще, там робить, не переробить, да, то есть вот, например, как я всегда люблю в этом плане привести пример Исландии, там какой-то рок-н-ролльщик, анархист пришел к власти и сделал Исландию, ну, типа, очень, ну, популярной среди туристов локацией, да, понастроив туда, ну, каких-то там маленьких и интересных штук, правильно подав это в интернете, да, там как маркетинг. И вот она одна из самых, ну, типа, желанных дестинаций среди путешественников, которые ездят далеко. И я уверена, в Беларуси есть такой же потенциал. Ну, то есть правильно подать, правильным соусом, да, или кетчупом, или там, ну, типа, рассказать про это интересно, использовать местных локальных гидов. Мы это стараемся делать. Вот у нас, например, тур на болото есть не только в Ельню, да, но еще и под Буцловом там есть болото. Ну, вообще Беларусь, она славится своими болотами. Там, и они абсолютно разные болота. Эти более влажные, эти более сухие. Типа этим вот так. Ну, то есть как бы сравнить можно и полюбить Беларусь, ну, в первую очередь для себя. Шмат хто пра гэта ўвогуле не ведае нічога, просто вось ведаюць, з дзяцінства нам кажуць, краіна балотаў, так? А что за болото, так? Например, гулять по ним, да, вот мы делаем маршрут 10 часов трекаем. Ну, реально тяжело, я потею как кардио, хотя ты просто идешь. Но тебя туда немножко засасывает, и поэтому, ну, физически тяжелее ходить просто по болотам, чем по земле. Вот, поэтому, ну, нужно идти, пробовать, чувствовать, смотреть, ощущать. Наступное. Да. Вот еще, что важно сказать, что получилось сформировать такое, опять-таки, комьюнити, я не знаю, как это у нас выходит, но ребята, которые ездят с нами в тур, просто потрясающие. Они разных профессий, как правило, это топ-менеджеры каких-то крупных компаний, либо собственники бизнесов, и с ними всегда очень получается еще и нетворкинг, да, то есть ты не просто что-то едешь, узнаешь новое, да, в Беларуси, но еще и общаешься с невероятными людьми. Еще один наш тур — это тур в зону отчуждения, белорусская зона отчуждения, Полесский радиологический заповедник. Мы там смотрим, это дей-тур тоже, это 5 локаций в день, мы смотрим башню, с которой виден атомный реактор ЧАЭС, 8 километров. Мы смотрим на лошадей, которые там кормим их хлебом. Мы смотрим также на кладбище кораблей. Вот там очень интересно, там корабли, которые возили и помогали ликвидаторам, ну, в общем, интересно. Застывший поезд и дом культуры, в котором мы недавно нарисовали мурал, который является частью интересного арт-проекта, который мы будем в дальнейшем реализовывать. И школа, здание школы и здание сельсовета. Ну, то есть то, как посмотреть на то, как за 30 лет природа забирает себе свое, в общем, невероятно.
Скажи, калі ласка, вибачай запытанне, а ты якога года нараджэння? 92-го. 92. Ну, гэтая тэма, я думаю, таксама, Да. як і для многіх людзей, яна актуальная, то бок мы ўсе гэты час Да, хорошо выраслі, помню, так? да. Скажы, калі ты ўпершыню туды трапіла? Толькі зараз ці... Только зараз. О, вось падзяліся ўражаннямі таксама. Я хотела попасть как-то в украинскую зону, да, и мой супруг как-то туда ездил, но что-то как-то я боялась про радиацию, да, как все мы. Я подумала, сначала я рожу всех детей, кого хотела бы, потом буду туда ездить. Но мы съездили туда раз, второй раз, я начала очень много читать и, ну, въедливо относиться к индустрии, ну, потому что мне надо туда часто ездить. Не беспокоюсь за свое здоровье, за здоровье людей, которых я туда вожу. На самом деле, на сегодняшний день поездка в зону отчуждения не страшнее полета на самолете с точки зрения облучения радиацией. А поскольку сейчас летать не получается так часто, как мы раньше это делали, поэтому, может, и неплохо получится там чуть-чуть. Ураджения какие у меня были? Ну, невероятно круто с точки зрения, что ну вот как будет, если мы все умрем. Вот как апокалипсис, не как в кино нам показывают, не как в играх, да, а вот реально, ну, как бы там березы растут, хотя школе это и 30 лет, да. Мне, например, очень сильно впечатлила школа такая же по строению, как школа в Чилее, в которой училась моя мама, да, то есть я узнала ее с точки зрения архитектуры, но не узнала с точки зрения, во что она превратилась, да. То есть, ну невероятно. Нужно там ходить, там еще даже какие-то там записи там за 2 мая, кому-то 3 ставили, да. Ну, то есть просто сюр. Вот что бывает, когда, я считаю, когда государство не доверяет своим людям. Ну, то есть вот они замолчали эту трагедию, да, там, типа, ну просто невероятно. Я очень рекомендую каждому туда съездить хотя бы разочек. Какие думки з'яўляюцца наконт будоўлі Островецкая, калі там ходишь? У меня одна мысль такая родилась, да. Я скажу на английском. Thanks to help me realize I'm not that big. Спасибо, что помогли мне осознать, я не такой великий, да. То есть, ну, человек, он вот такой маленький, да. Вот такой маленький. Даже если он думает, что он что-то там значит, что-то там делает, на самом деле нет. Ну, и вот это вот пример того, ну, там, типа, ты что-то строил, ты где-то жил, у тебя была какая-то семья, да, то есть и по факту чья-то ошибка или не ошибка, или просто какая-то случайность, да, вот так вот с тобой поступит. Поэтому осознавать, что ты здесь ненадолго, временно, и что, ну, проживай эту жизнь каждый день, каждую секунду наслаждайся ей. Вот для этого, может быть, туда стоит съездить. Я туда для этого езжу. Яшчэ. Я думаю, што гэтым усё не скончыцца. Да, ты имеешь в виду яшчэ про туры, какие у нас еще туры? Ну, мне очень нравится наш тур в Белую Церковь. Мы делаем туда йога-ретриты. Надо понимать, что... Я была там один раз, калі падчас фестываля справы. Мне вельмі спадабалася, вельмі прыгожыя, школьныя такія месцы, вельмі ўражвая атмасфера фестываля. Вельмі шкада, што фестывалю ў гэтым годзе няма, па зразумелых таксама абставінах, якія зараз. Ну, надо понимать, что я родом из Чили, я там родилась, у меня там бабушка, и даже дом есть, и я с 5 до 18 лет проводила там все свое лето, поэтому у меня с этим местом, ну, своя связь. И делать там йога-ретриты, и на сегодняшний день мы там открываем ретрит-центр, который будет называться Рапануи. Рапануи. И, ну, как бы мы там делаем такие детоксы в выходные, без телефонов, без алкоголя, без кофе. Ну, як гэта адбываецца? Вы прыязджаеце, вы выязджаеце з Менску, например. В пятницу вечером. Но, да. Что далей? Значит, на старте мы собираемся все в хостеле Тринити, пьем приветственные там напитки какие-то, там чай, кофе, знакомимся с группой, потому что в группе зачастую там от 20 до 40 человек, и мы со всеми знакомимся, кто чем занимается, как кого зовут. Собираем телефоны и едем. Выезжаем на место, базируемся в палаточном лагере, и у нас там ужин, вечерняя йога. Вот, как правило, мы очень заморачиваемся в наших турах с питанием. У нас это либо вегетарианский какой-то повар, да, очень классный, либо повар, который локальный, готовит французскую кухню. Он ранее работал во Франции в ресторане с мишленовской звездой Борис Бонигард. Ну, то есть мы очень хотим, чтобы еда была одним из основных хайлайтов поездок. В наших турах можно кошелек с собой не брать, мы закрываем полностью все потребности: дорога, питание, проживание, то есть просто кайфуй.
Вот. Если касается ретрита, то там мы ночуем 2 суток. В субботу просыпаемся, у нас тоже 1,5 часа практики йоги. Потом Где вы живете? в палатках. В палатках, либо, если есть желание, можно и в усадьбе ночевать. Но я рекомендую в палатках, ближе к природе. Детокс, ретрит, обнуление. Потом у нас завтрак и какие-то мастер-классы. У нас есть мастер-классы по тайскому массажу в парах, как доставить друг другу удовольствие там, руками, ногами. У нас есть мастер-класс по росписи гипсовых голов Будд. Вот такая Будда, мы каждый сам ее расписывает. Ведет мастер-класс моя подруга. Очень интересно это все проходит. Либо у нас есть экскурсия по Чилее от локального гида. Моя библиотекарь, которая в детстве мне давала книжки, вот на сегодняшний день вводит экскурсии по местечку Чилея, по Белой церкви, по Оскару Милошу. Либо тоже локальный гид нам делает экскурсию по птицам, орнитолог Виталий, невероятно харизматичный человек, который вот рассказывает нам, где какие птицы. Только на полуострове их около 20 видов, это круто. Вот, ну и... Орнитолог Виталий таксама гучыць як назва песни. Да, он просто потрясающий. Еще когда что-то говорит, ты узнаешь что-то. Ну и как бы, да, вечерами мы ходим в баню, либо у костра, либо на вышку, смотрим, загадываем желания, купаемся в ночном озере, знакомимся, наслаждаемся общением с друг другом. Ну и держим дистанцию, безусловно. Вышка там шикоўная. Да. Ну, атрымоўваецца, што вы як бы вызвалілі з гэтай сітуацыі ўвогуле свой бізнес, так, менавіта ад ціску, так? Да. І дапамагаеце людзям таксама, не ведаю, такой спорт, арт гарманічнай тэрапіі. Да. Так, вось Да. выцягнуцца. І цікава тое, што гэта і бізнес, які тычыцца калівінгу, і таксама туры. Да. Гэта не проста туры, гэта яшчэ і так пераключыць мозг. Да, вот лично для меня эти туры — способ борьбы с тревогой. Ну, то есть, как бы, да, вот, ну, реально ты занимаешься росписью Будды, ты вдумываешься, как ты там хочешь. Или у нас есть еще мастер-класс по... ну, девушки раздеваются и голые телами рисуют на ватмане картину. Я памятаю, калі шмат гадоў таму яшчэ адпачывала ў Коктебеле, там былі такія дні свята Нептуна, і падчас на нудзійскім пляжы, так, падчас гэтых свят наадварот малявалі на людзях. Таксама нейкія ўзоры, нейкія прыгожыя. Ну, гэта Класс, да, это про раскрепощение, про узнать что-то новое о себе. Например, там у нас на каких-то одних из турах там, ну, реально девчонки выходили с инсайтами. Например, никто, ну, вот я никогда не знала, что сценарий твоей жизни — это сценарий сказки в детстве, который тебе очень понравилось. Ну, то есть это интересные маленькие моменты, которые ты узнаешь о себе и в рамках мастер-класса в туре на Ельню, например. Цікава, я зачапілася. У нас шкада, што засталося не так шмат часу. Вось хацела запытацца, мы паразмаўлялі пра тое, якім было твоё жыццё да пандэміі, што стала, калі пандэмія пагрухатала ў нашыя зверы, так, у Беларусі ўвогуле, калі ты даведалася, што ўжо жыццё не будзе такім, як яно было, так, як раней. А што ты адчуваеш наконт будучыні? Можа, ёсць ужо нейкія ідэі праектаў, і мне вось цікава, кажуць, што нібыта хваля зараз сышла, але будзе новая хваля, яе прагназуюць на лістапад, на так, і снежань, на лістапад таксама, так? Ці ёсць якія ўжо думкі наконт таго, што будзе, калі стане холодна? Хороший вопрос. Вообще у меня обычно был всегда план на 5, 10 и 20 лет, да. И, ну, есть такая шутка: хочешь рассказать Богу свои планы? Нет, хочешь посмешить Бога, расскажи ему свои планы. Часто ты гэта робишь? Рассказывать стараюсь планы не рассказывать, да, но они у меня записаны, да, типа я знаю, в какой точке я бы хотела быть, когда мне 40 лет, когда мне 35. Но это немножко смешно, с одной стороны, с другой стороны, немножко страшно от того, что все, что я записываю, все происходит. Публично планами делиться не готова, но они есть, их много. Я думаю, что все, что бы со мной не произошло, я смогу пережить, потому что у меня есть навык предпринимателя, и он неотъемлем.
Скажы, калі ласка, дарэчы, наконт заканадаўства і арэнды гэтак далей, увогуле былі вялікія праблемы? Ці ўсё ж такі атрымалася адразу з імі разабрацца? На сегодняшний день нам государство предоставило отсрочку по аренде, и за весь этот огромный период мы должны платить в сентябре, да. Но я говорю, ребят, то есть, ну, типа, в сентябре вряд ли что-то кардинально поменяется. Они говорят, ну, вот сейчас выборы, вот сейчас посмотрим, что там будет дальше. Было бы, конечно, круто, чтобы нам сделали не отсрочку, а какую-то скидку. Потому что это, ну, просто по-человечески понятно. Мы сейчас каливинг — это способ заплатить за коммуналку, зарплату, ну, какие-то такие там прачку, вот такие вот доходы. То есть это уже более не бизнес, это такая вот перебиться, да, время. Потому что раньше у нас номер, например, стоил 60 или 80 рублей, да, сейчас там 15. То есть, ну, вот во сколько раз мы просили выручки. Ну, спадзяюся, што дзяржава пачуе. Да. Яшчэ невядома, што там будзе пасля 9-го таксама, так? Да, невядома увогуле. Ну, далі бог, каб было ўсё добра. Ксенія, пад канец проста парада людзям, якія, ну, не ведаюць, што зараз рабіць. Парада калегам из турбизнесу. Слушайте, ну, я за какое-то позитивное вот восприятие себя и, ну, и в целом ситуации. Поплакать в уголочке мы всегда успеем, да, собраться, что-то сделать. Вот это вот то, что нужно. Вялікі дзякуй. Я адразу нагадаю, што гэта была Ксенія Курысь, заснавальніца хостелу, а зараз і калівінгу Трініці, таксама турфірмы Singles Tours, і Марыя Вайтовіч. Слухайце, сачыце за нашымі стрымамі.